Здесь 10 рублей. И на эту сумму можно было купить 20 билетов на ансамбль «Чечек». Сегодня это простая бумажка, но имеет магическую силу. Можно сказать, своеобразная машина времени. До начала 50-х годов концертной деятельностью у нас в республике занимался Национальный театр. Но время требует перемен. И в 1951 году открывается концертное эстрадное бюро, сокращенно КЭП, которому передали функции по организации концертов на территории республики. Культурная жизнь, на первый взгляд, закипела. Стали приезжать приглашенные артисты. Но чувствовалось отсутствие профессиональных кадров. Руководством республики было принято решение за номером 453 от 1 ноября 1957 года об объединении концертно-эстрадного бюро с областным национально-драматическим театром. На тот момент это было правильным решением. Во исполнение пункта 2А данного документа при театре открыли студию, где учились молодые ребята в хоровой и танцевальной группах, в основном из числа активных участников художественной самодеятельности в Туве. В дальнейшем некоторые студийцы внесли свой неоценимый вклад в период становления ансамбля «Саяны». Это Галина Сапогова, Сергей Мангуш, Анатолий Огнев и Батыр Хывенмей. Началось, наверное, с энергии, которая царила просто, или начинала царить в республике. Подъем такой, культурный подъем, на мой взгляд. Во-первых, открытие самого училища в 60-м году. Училище открыть – это серьезное вложение, капитальное. Открывали Чергало, Кинденбиль, такие люди, которые пришли из театра. Панов Алексей Александрович возглавил училище. Ну и главными забойщиками ансамбля «Чечек» были Роберт Николаевич Лесников. Он основатель, он отец, он энтузиаст, работоспособный, ответственный человек. Заканчивается работа, он домой не идет. Еще бы работать, понимаете? Оставляет после уроков ребят, беседы. В общем, такой человек-энтузиаст. Анатолий Огнев, хореография. Это человек-холерик, энтузиаст. Я помню, он такой... Нам это было тогда смешно, как он... Нет, во-первых, как он это все видел. То есть мы уже такие все возвышенные пришли, да, а он нас там... Мы поехали в Монголию, он так... Курица не птица, Монголия не за граница, не бойтесь, делайте так, вот там ведите себя так. Ну, то есть он там нам напутствие давал. Раньше же партийный орган обязательно, а он за всех учил нас. Появились совместные хор и танец. Вот когда началась программа, когда соединили хор и танец, тогда нужно было создавать программу. Раз программа, значит, давайте ему заголовок сочиним. Все, как бы провели такой, как сейчас говорят, мозговой штурм. А штурмовали. Как назовемся? Чечек. Вот, ну, в общем, цветок. Каникулы, гастроли, едем по Туве. Билеты продавались, деньги мне сдавались, я билеты выдавал, деньги получал. Все, и кормил людей, значит, транспорт,
гостиница, где мы ночевали. Все, остальные сдавал в кассу в училище, чтобы на эти деньги, как бы мы существовали. У нас же вообще ничего нет, никакого финансирования. Вот с этого начиналось. Гигантский труд, гигантский. Это начинали с 8, заканчивали в 10 вечера. Представляете? С 8 и до 10 вечера. Все гудело, все шумело, и вот непонятно, что было. Но это было все направлено, целеустремленно. Люди приучены были работать. И ансамбль, получился ансамбль. И уже в филармоническом звании они как бы двинулись вперед. То, что сделано как бы в своем доме, считай, как Саянами гордимся, как ансамблем ТВА тоже было в училище это дело, рождалось. Ансамбль «Духовой оркестр» родилось тоже в училище это существо, как национальный оркестр. Все, когда это все подбивает. А в учебных планах уже не написано уже в училищных, что сделать оркестр национальный. Там не написано про это ничего. А вот когда сделаешь вот эти дела, а это уже наши маленькие подвиги, так называемые. Подвиг – это подвинуть. Маленько не так, в другом направлении. Но сделали коллективы, а коллективы создают искусство уже более масштабное. Один в поле не воин. Действительно, колледжу искусств есть чем гордиться. Гордились и педагоги в далеком 1967 году своим детищем, ансамблем «Чечек», который в те годы стал очень популярным у нас в Туве. Здесь необходимо напомнить имя министра культуры Хомушко Матпа Сумбуевича. Его лично знала и поддерживала Екатерина Фурцева, министр культуры СССР. 18 лет он возглавлял культурное движение в республике, проявил себя как талантливый организатор. 67-й – это юбилейный год. Вся Тува готовилась к празднованию 50-летия Октябрьской революции. И в связи с этой датой был подготовлен документ об оказании помощи Туве в развитии народного хозяйства, образования, медицины. Вопросы культуры были обозначены в пунктах с 18 по 26. Под руководством Матпа Сумбуевича Хомушко и были разработаны предложения, указанные в данном документе. Конкретно в пунктах 23 и 24 стоял вопрос о преобразовании с 1969 года концертно-эстрадного бюро в филармонию и создании государственного ансамбля песни и танца. Так вот, рядом с этими пунктами чьей-то рукой было написано «исключить». Минкультуры РСФСР в принципе поддерживает эти предложения, но считает, что решать их надо по мере подготовки необходимых кадров и создания коллективов. Это письмо от Самарокова Петра Михайловича, которое ансамбль получил в 2004 году в канун своего 35-летнего юбилея. Это письмо – свидетельство тому, какую роль может сыграть случайная встреча. Не окажись Петр Михайлович в тот момент в Москве на семинарии и не встретился бы с председателем Совета министров, вопрос о филармонии и государственном ансамбле был бы отложен на неопределенный срок. Но все сложилось благополучно, и пока на высоком уровне готовились документы по организации новой структуры, ансамбль активно работал. Гастроли, конкурсы, фестивали. И вот весной 1969 года вышло долгожданное постановление. Это было значимым событием в республике и в ее культурной жизни. Ансамбль «Чечек» был переведен в состав филармонии со своей программой и костюмами. Этот дом находится под охраной государства. У него очень интересная история и отличается от других своей архитектурой. Состоит из 5 комнат. Одна наверху. Называется мезонин.
Позже была построена пристройка под репетиционный зал для хора и балета, а в мезонин были перевезены костюмы ансамбля. Можно сказать, это была первая костюмерная коллектива. А заведовала этим цехом Галина Савельевна Чимба. Первый директор филармонии – Далайол Родион Акуелович. До этого назначения он много лет проработал директором музыкально-драматического театра. Алексей Бактаевич Черголов – первый художественный руководитель Тувинской государственной филармонии. Это легендарная личность, который всегда был в авангарде становления и развития искусства и культуры у нас в Туве. Один из первых профессиональных актеров театра, первый профессиональный композитор, стоял у истоков становления учебного заведения, ныне колледжа искусств, который достойно носит его имя. Благодаря его авторитету был открыт в республике Союз композиторов. Из театра же был приглашен Сергей Шадырович Мангуш, опыт которого очень богат и в администраторской работе, и в исполнительской. Он же прекрасный танцовщик, и к его советам прислушивались. Не расстались со своим детищем и Роберт Николаевич Лесников, и Анатолий Кузьмич Огнев. Еще в училище шла целенаправленная работа по повышению профессионального уровня самодеятельного коллектива ансамбля «Чечек». Но теперь они же государственный ансамбль песни и танца республики, и новый статус требовал еще более высокой планки. А главное, на их плечи легла большая ответственность по выполнению главной миссии – достойно представлять мудрость тувинского народа, его талант и самобытность среди широкой массы слушателей и зрителей нашей республики, страны, а также за ее пределами. Непростая задача – показать ярким языком песни и танца самобытное искусство тувинского народа, показать богатство неисчерпаемой национальной культуры. Для этого потребовалось очень много времени и сил, выдумки и таланта как артистов, так и творческих руководителей. Была проделана большая работа по комплектованию кадров. К концу апреля 1969 года государственный ансамбль имел в своем составе 30 артистов хора, 15 артистов балета, 10 музыкантов, обслуживающий персонал и художественные руководители. Они были первыми. Я бы, знаете, назвала бы вот эти вот две фамилии. Это Сергей Пюрбю и Леонид Чадамба, потому что это очень важно. Те люди, которые были участниками тех событий, когда было набрано в 1958 году 7 человек, в числе которых Евгения Мичиновна, Галина Сандыковна, Виктор Мангуш, это люди, которые, в общем-то, остались до конца в профессии. Это вот каждый, конечно, должен быть вписан золотыми буквами. Откуда они, почему эти люди вдруг решили отправить детишек обучаться танцу, да, в далекую Киргизию. И тут как-то я прочитала в блоге Инны Павловны Принцевой о том, что Сергей Пюрбю дружил с Чингизом Айтматовым. И я подумала, вот, наверное, тот момент, когда, может быть, они сумели договориться, может быть, через Чингиза Айтматова вышли руководителей училища, получается, через наше руководство. И вот эта вот идея обучения детей, именно вот, мне кажется, от них может быть. Поэтому это те люди, которые, в общем-то, по праву, наверное, должны считаться созидателями. То есть они заложили вот это вот зерно, которое вот так вот проросло и через вот эти вот личности, через судьбы Евгении Мичиновны, Галины Сандыковны, Виктора Мангуша. Потом они в свое время, получается, тоже вот с их именами очень многое, да, связано в Саянах. Отсюда можно сделать вывод, что еще задолго до описываемых событий не оставляли без внимания вопрос о подготовке профессиональных кадров в танцевальном искусстве.
И руководство республики, Министерство культуры на протяжении многих лет, вплоть до 90-х годов, работало в этом направлении. Были выпуски не только Фрунзенского хореографического училища, обучались и в Улан-Удэ. Нас 7 человек отправили туда, в киргизское училище. И мы были потом, выпускались самый последний послевоенный курс. 6 лет мы учились. Это был последний набор. После нас уже опять все началось, 8-летнее образование. Потом мы приехали в Кызыл. Было тяжело, я помню, после пальцевых туфель переходить на танцы в сапогах. Было смешно, как мы учили руки звенящей нежности. Это сейчас я могу запросто все показать, а тогда это было очень сложно. В Государственном концертном зале «Россия» состоялся большой концерт тувинских артистов. Тепло принимали московские зрители выступления вокально-инструментального ансамбля «Аян», Тувинского государственного ансамбля песни и танца «Саяны», который побывал на гастролях во многих городах нашей страны и за рубежом. Наш ансамбль прошел через многое, и от года в год все же мастерство росло. И очень хорошо, что ансамбль пополнялся вот именно выпускниками из Улан-Удэ уже. Очень многие учились. Мне кажется, больше внимания нужно обращать молодежи, больше выделять. Ну, как-то для удобства артиста он постоянно мотается на гастролях. Труд-то очень тяжелый. Детей оставляет, там, жен оставляют, свою семью оставляют. А ни квартир, ни детских садов. Это все Светлана Солчаковна Сюрюн, я, Надежда Федоровна Доржа постоянно ходили для своих артистов, выбивали детские садики. Постоянно. Нас уже как увидят, все знают, что мы что-то идем просить. Это все время было. Артисты ансамбля «Саяны» практически все работают с молодежью. От каждого из них идет вот эта вот непотухающая искра великого творчества, от которого возгорается пламя. И мне особенно приятно отметить, что это вот за такой короткий период много сделано во славу и чести расцветающему искусству тувинского народа в этом центре Азии. И я уверен, что этот центр Азии, Кызыл, Саяны, займут ведущее место во всей восточной культуре. Спасибо всем. Я в этом отношении счастливый человек, что я в это время работала как раз, находилась в ансамбле. Отправляли в Ленинград на годовые курсы прямо, подготовки, новые программы. Каждый танец ставил профессионал, маститые люди там ставили, балетмейстеры. Они все время удивлялись, как мы быстро запоминаем музыкальный материал. Вот это первый балет «Хаям Эрген», композитор Петр Геккер. Там очень сложная музыка. Там счет везде разный. Но мы все быстро разобрались в этом. И Комков все время очень удивлялся. Очень удивлялся. В принципе, наши артисты были все очень музыкальные. Первое поколение артистов государственного ансамбля песни и танца – это в основном воспитанники Кызылского училища искусств. Это дети своего времени. Талантливые, любопытные, жадные до знаний, трудолюбивые, ответственные, задорные. Энергетикой и энтузиазм их просто зашкаливал. Так как их уже приняли на работу, руководство училища разрешило многим из них продолжить учебу. Иногда упрекают артистов, вот первых, вот вторых артистов ансамбля «Саяны», что у них нет высшего образования.
Вот девчонки сейчас рассказывали, да, в мае месяце уезжали, в августе, сентябре приезжали. Каждый раз, каждое лето. И вот нам даже образование поучиться некогда было, потому что тогда вот они рассказывали, что артистов было мало, каждый был на счету. У нас был квартет. Если один человек остается, то 3-4 хороших номера это вылетало. Поэтому для нас гастроли, если гастроли, это все оставляли детей там. Да больной, не больной, это было закон ехать. Поэтому вот даже некоторые не получили образование лишь потому, что просто было некогда учиться. Гастроли, гастроли. Это одна из основных направлений деятельности не только ансамбля, но и всех творческих коллективов. Еще в древние времена поняли это и решили ездить на гастроли с целью не только показать себя, но и получить новые знания, найти новые источники для вдохновения, познать своего партнера, дойти до самого дна своего сознания, своих переживаний и даже страхов. Гастроли – это жизнь, огромный труд, семья, взаимовыручка и поддержка. Гастроли – это необходимость, это отработка взаимодействия не в репетиционном режиме, а в концертно-боевом. Буквально полчаса отдыха, а остальное работа. Почти 2 месяца вдали от родины, далекой Франции, Испании. В течение 2 месяцев 6 фестивалей, много переездов, самолеты, поезда, автобусы. Все уставшие, ноги квадратные. Но миссия выполнена. Сегодня отдых, завтра отдых и в понедельник опять на работу. В советское время гастролям придавали особое значение. И согласно плану госконцерта, ансамбль выезжал выступать по всей стране. В начале 70-х годов появились первые афиши с новым именем ансамбля – «Саяны». Вот этот этнос, экзотика, потом тувинская наша именно вот неординарность, самобытность, как-то она очень сразу захватывала.
захватывала зрителей. И это всегда проявлялось на всех концертах. Они принимали нас очень тепло. Время Советский Союз. Нас очень много, перед тем, как выехать за границу, нас консультировали. Меньше 3 не выходить никуда. Да, только в сборе по одному нигде не появляться. Вот, и стараться ни с кем не общаться с незнакомыми людьми. Поэтому мы ходили толпами. Самые большие гастроли начались с Красноярского края. Мы были всюду, от Ашхабада до Сахалина. Всегда переживали, придут ли зрители, понравится ли им. Ведь языка нашего они не знают. Но получалось наоборот. Залы были полными, и люди с большим удовольствием и восторгом смотрели наши концерты. На Южном Сахалине, в такой дали от Тувы, мы встретили тувинцев, которые после концерта пришли к нам, и мы долго с ними общались. Вообще, где бы ни был ансамбль, зрители всегда тепло и с большим интересом принимали наши выступления. На гастролях бывало в одном месте ели вдоволь, а иногда бывали дни, когда жили впроголодь. В то время в клубах было холодно, не так, как сейчас, батареи и общее отопление. Тогда стояли большие печки-контрамарки, которые нужно было растапливать. Помнится, раньше в гостиницах запрещали использовать электроприборы в номерах. И вот однажды сын Надежды Кулер схватил крышку от сковородки, в которой мы готовили тайком у себя в номере, и давай бегать по коридору в манере шаманских танцев, бить по крышке как по бубну и камлать. Конечно, администратор сразу же увидела это и стала расспрашивать про крышку. Так что иногда нас бывало и штрафовали. Гастролировали по Украине. Донецк, Луганск. Такие красивые города. А сейчас смотришь по телевизору и становится грустно. И так жалко жителей. Однажды как-то мы встретились с женщиной лет 70. Она спросила: «Откуда вы такие миниатюрные приехали?» Мы ответили, что из Тувы. Услышав это, она вдруг стала молиться. Мы сначала не поняли ее, подумали, странная какая-то. И тут она говорит: «Если бы не ваши добровольцы, немцы бы нас уничтожили. И вот я иногда ухаживаю за могилками ваших земляков-добровольцев, и как раз сейчас иду оттуда». Она отвела нас показать нам это место. Деревянные ограждения могилок были покрашены в синий цвет. Она говорила, что тувинцы хоть и были небольшого роста, но были очень смелые и мужественные. Сказала спасибо вашему народу и снова помолилась. 70-е, 80-е годы – это самая активная и насыщенная жизнь ансамбля. Это не только гастроли. Прежде всего происходили обновления программ. Если сначала государственный ансамбль песни и танца выступал с программой, которая была подготовлена еще в училище, то с 1970 года началось первое обновление. Работали в 2 вызова. Иногда и поздно вечером. Никто не жаловался. Если надо было, готовы были репетировать всю ночь. Все просто творили. И многие идеи артистов Роберт Николаевич Лесников воплощал на сцене. Эту и последующие программы обязательно принимала Государственная комиссия. От просмотра на столь высоком уровне зависела дальнейшая судьба коллектива. Очень плодотворной и в некотором смысле даже переломной была подготовка новой программы в Ленинграде в творческой мастерской эстрадного искусства в 1978 году. Соберитесь, девочки,
Еще в довоенные времена Тува подружилась с Ленинградом. Многие тувинцы, ученые, инженеры, деятели культуры прошли Ленинградскую школу. В Ленинграде создавалась и первая программа Тувинского государственного ансамбля песни и танца «Саяны», хорошо знакомого в нашей стране и за рубежом. Ансамбль песни и танца, он и создан для того, по своим жанровым рамкам, чтобы сохранять богатство певческой, этнографической, хореографической, музыкальной культуры тувинского народа. И в этих направлениях мы работали. Я сразу заручился поддержкой, чтобы с ансамблем работали лучшие специалисты во всех областях. Хореографы, хормейстеры, композиторы, это само собой. Но я просто хотел тогда, чтобы ансамблем занимались и держали под колпаком ученые, этнографы, филологи. Понимаете, чтобы ансамбль, как говорится, пусть он будет профессионально выполнять творческие задачи на 3 там, или на 4, но чтобы это было все профессионально и чтобы было это точно по адресу того, для чего создан Тувинский государственный ансамбль песни и танца. Чарашов Алексей Аргитович был директором, и мы поехали в первую поездку в Ленинград, где делали новую программу. Я тогда был музыкальным руководителем. Вот. Мы старались, чтобы те люди, которые работают с ансамблем, они все работали в русле этнографии, музыкальной и другой культуры Тувы. Это была самая главная и очень сложная задача. Но я думаю, что это удалось, потому что мы из Ленинграда привезли и первый национальный балет, и привезли многие-многие номера, которые стали потом и вошли в золотой запас репертуара ансамбля. Тогда не хватало кадров, понимаете, музыкантов вообще не было. Когда поехали в Питер, там у нас было, по-моему, только 4 музыканта профессиональных. Вот, а нужно было создавать национальный оркестр, поскольку когда был вот этот конкурс ансамблей всероссийский в Москве, там была первая претензия к нам, что у нас европейский оркестр. Перед нами стояла такая сложная задача – создать национальный инструментальный ансамбль. Пришлось музыкантов учить. Ну, оркестр был создан, мы приехали уже сюда в 1979 году с первым национальным балетом и с новым инструментальным ансамблем, который соответствовал национальной культуре Тувы. Если брать вот с истоков, то были интересные работы и у Хусаина Аль-Мухамедова. Это танец с барабанами. На музыку Алексея Чергового «Песнь сердца». Это была такая большая композиция. Из ленинградских можно назвать «Авдыша». Это «Пробуждение цветка». Андрей Кузнецов, «Охотники и олень». Комков, Виктор Комков, заслуженный артист Республики Тыва. Это первый национальный балет. Рассадин, его номера сейчас идут. Из наших балетмейстеров это, конечно, Вячеслав Дангак. Очень много ставил. Сейчас очень много постановок и очень интересных талантливых постановок у Яна Мандан-Харлоу. Я думаю, он как балетмейстер уже сложился. Очень интересно работал вот в последнее время. Приезжал из Монголии балетмейстер. Это Сухабатор. Это просто великолепный мастер. А вот если брать народный танец, то монгольский балетмейстер Хасурен тоже оставил после себя большой след. Это у него миниатюра «Черный конь», которую многие танцевали. Вот и Дангак, Вячеслав танцевал этот номер. Дангак Мангуш танцевал этот номер. Очень много людей, которые приложили руку к творчеству ансамбля. И это оставило свой след. Сегодня многие пишут, что горловое пение получило свое развитие в 90-е годы. Но на самом деле, я думаю, что развитие началось еще с ансамбля «Саяны». Одними из первых горловиков были Владимир Саян, Владимир Мангуш и Борис Мангуш, а позднее пришли Алденол Сивек и Геннадий Тумат. Они очень сильные солисты.
Вместе с вокалистами Вероникой Нарбу, Светланой Сурун, Надеждой Кулар и другими они исполняли тувинские народные песни. И правда, сегодня действительно много прекрасных исполнителей горлового пения. Но в то время профессионалов были единицы, и сценическое исполнение горлового пения все-таки началось с ансамбля «Саяны». Владимир Мангуш, знавший все стили горлового пения, некоторое время обучал молодых исполнителей в училище. Мне кажется, именно он и стоял у истоков обучения этим стилям, что стало неким толчком для дальнейшего развития хамея. Этот песенный стиль уникален. Неудивительно, что Геннадий Тумат, например, с большим успехом демонстрировал свое искусство в Париже. В 1978 году, перед стажировкой, когда распустили хор, было ощущение, что многолетний упорный труд наших педагогов и Лесникова был просто выброшен и растоптан. С тех пор хора нет. Хор напоминает совершенный многоголосный инструмент. И Роберту Лесникову удалось настроить этот инструмент на тувинский лад. Он использовал все доступные средства музыкальной выразительности. Самый верхний регистр более спокойнее должен быть и свободнее у собрания первого. И вот ну-ка, давай с тобой. Круглый рот. Абсолютно. И вот так вот глубоко-глубоко. Пошли. Хоровое звучание может передать тончайшие оттенки чувств, воплощенные в музыке. И эти чувства, полученные ветеранами от своих учителей, до сих пор живы. И жива в душах ветеранов неутихающая боль за несправедливую утрату прекрасного хора ансамбля «Саяны». И это чувство несправедливости постоянно двигало их вперед и до сих пор объединяет их. Стараются участвовать во всех мероприятиях ансамбля, и они продолжают свою активную жизнь.
репетируют с надеждой, что когда-нибудь в родном коллективе вновь возродится хоровая группа ансамбля. Ветераны тепло, с большой любовью вспоминали и своих коллег. Это Дамбадаржусат, народный артист Республики Тыва, обладатель красивого баритона, замечательный исполнитель, внимательный как к тексту песен, так и к музыке, отзывчивый коллега и товарищ. Не спеша, лениво может быть даже. Давай споем вместе. Тору сначала. Как здесь, вот это, как по нотам здесь написано дальше. Ну? Я не привык, я раньше по другому. Ну вот я и хочу услышать, что ты поешь. Я хочу услышать, что ты поешь. Я нисколько не возражаю. В 1969 году министр культуры Мат Пасумбоевич Хамушко сам едет в Байнтала и привозит Дамбадаржу, незаменимого участника художественной самодеятельности Дзунхемчикского района. С этого дня начинается сольная карьера Дамбадаржусата. Он снискал поистине народную любовь, является одним из основателей фольклорного ансамбля исполнителей горлового пения «Тыва», в котором сам проработал 10 лет и проявил себя как талантливый композитор и организатор. В 1969 году юная Надежда Кулар обучалась в медучилище и совершенно случайно вместе с подругой попала на конкурс по отбору артистов в хоровую группу. Конкурс прошла, и, долго не думая, она забрала документы из медучилища. С тех пор она начала работать в ансамбле и радовала своим уникальным пением не только зрителей Тувы, но и, можно сказать, всего мира. Действительно так. Сначала она выезжала за границу вместе с ансамблем Саяны, затем с ансамблями Тыва, Тва-Козы и артистами театра. Чистый, самобытный, неповторимый, задушевный голос певицы не оставляет никого равнодушным. Она обладает глубокими знаниями фольклора тувинского народа, что помогает творчески подходить к любому номеру. Молодой Донгак Мангуш с удостоверением тракториста-машиниста широкого профиля решил ехать в Кызыл перезимовать, а весной сдавать экзамен в строительный институт. Вопрос с проживанием на тот момент для него был актуальным, и он решил поступать в музучилище, чтобы получить общежитие. И он поступил в класс по баяну. Добросовестно посещал занятия по общему фортепиано, занимался и пел в хоре Роберта Лесникова. Когда надо было ехать в Новосибирск, ему вдруг предложили: «Может, ты будешь танцевать?» Он был ошарашен, а танцы даже не думал. Решил попробовать. Этот резкий поворот к танцу стал смыслом его дальнейшей творческой жизни. Полностью Донгака Севековича Мангуша раскрыл как великолепного танцовщика Виктор Ефимович Комков, балетмейстер-постановщик первого тувинского балета «Хаямерген» в Ленинграде. Oğlum 많이 들어가야 실내 술 잡고 계시네.
В 1989 году в состав вокальной группы ансамбля пришел артист с незаурядными вокальными и актерскими данными, сценическим обаянием и удивительной пластикой. Это Демирол Кежикти. Он сразу же становится ведущим солистом ансамбля «Саяны». Там же он нашел и свою любовь. Его супруга Немсурен Янсан-Джавын много лет проработала в оркестре ансамбля. В знаменитом коллективе Демирол Кежикти в полной мере смог раскрыться и как великолепный танцор. Он каждое свое появление на сцене превращает в маленький спектакль, который у публики пользуется неизменным успехом. Пять десятков лет. И вполне логично, что саяновцы этот период делят на поколения. Получается их 5. И глядя на представителей 3-го, 4-го поколений артистов балета, которые работали в 80-х, 90-х годах, можно ли их назвать ветеранами? Вот вопрос. Нам дали понять, что не надо опаздывать, надо уважать старших. Вот этому с самого начала ансамбль нам дал, что такое дисциплина, железная дисциплина, армейская дисциплина, можно сказать, вот когда мы работали. Этой ночью так лунно, так млечно, звезды свечи, звезды алмаза. Миллионы путей человеческих, чьи-то взгляды и судьбы разные. И в 2000 год осень, и в 100-тысячный раз струны, и в бесчетный раз губы просят: возврати меня время в юность. Мангуш. Меня впечатлило то, что его отношение к танцу. И меня удивило то, что как он выкладывался на этой маленькой площадке вот на все 100. Но он, как партнер, меня поразил. Я восхищалась все время работоспособностью Светланы Мады. Она танцевала номер «Пробуждение цветка». Это очень великолепный, красивый танец. И этот танец, он действительно, его
не все могут его исполнять. Это нужны определенные физические данные, определенные, там, допустим, ну, какие-то навыки, да, и это было все у Светланы. Надежда Федоровна, яркая танцовщица. Я считаю, что она действительно очень такая характерная, открытая, очень взрывная, что ли. Вот такая вот у нее «Охотники Лани» она танцевала тоже очень хорошо. То есть, да, это человек, который жил на сцене и является для нас всем примером, как вот именно она до последнего она всегда любила сцену, любила танец. Очень, я думаю, что у нее закалка, наверное, СССР, только у людей вот того времени, где, когда партия, комсомол, вот такая ответственность, вот именно ответственность за то, что берется, за любое дело, за то, что берется, она действительно, она полностью отдавалась и выполняла все, вот старалась выполнять прямо все до конца. Спасибо, Господи, тебе, что сбылась моя мечта, что я наконец-то в Испании всю жизнь мечтала. Когда мы работали, это как раз были 90-е годы, начало 2000-х годов. Я хочу сказать, что мы были открыты для всего нового. Поэтому мы делали какие-то свои номера, мы делали какие-то... То есть, ну, тогда вот Аян, допустим, он только-только начинал ставить как балетмейстер. Вот, у него были номера поставлены. Чуйгана Санчай, которая тоже заканчивала в это время ГИТИС. У нее были номера, она на нас ставила. Ну и, в общем-то, вот все время, я вообще считаю, что артист, он должен все время искать себя в различных направлениях, в различных танцах. Очень часто артисты, особенно талантливые, вызывают у зрителей неподдельный восторг. Поэтому они и их профессия обрастают легендами и мифами. Один из распространенных мифов, что профессия артиста легкая. Даже порой многие люди ей придают оттенок легкомысленности. На самом деле это не так. Трудна эта работа. Надо обладать выносливостью буйвола, спокойствием шахматиста, да тому же, конечно, еще и талантом, который надо копить себе по крупинке до поры, пока, наконец, ты не добьешься внимания. Репетиция – это еще и поиск индивидуальных проявлений. Пройдет
1991 года художественным руководителем ансамбля «Саяны» стал Вячеслав Дангак. И он продолжил традиции, заложенные в самом начале творческого пути ансамбля. Период, когда Советский Союз развалился, и мы после огромного такого внимания в советское время к государственному ансамблю, и мы как бы оказались такой никому не нужным в этот период, да, тем более к искусству. И, конечно, нам нужно было выживать. Тот период был директором Светлана Собчаковна Сюрюн, и мы что придумали? Придумали давать концерты бартером. Я хорошо помню, мы давали концерт в Шамбалаге, и там зрители приносили там кто картошку, кто хлеб, кто мясо, да. И потом после концерта вот кто в тот день работал, и мы все делили вот это. Но мне не было тогда стыдно. А я знал, что завтрашний день у меня артисты вот это, за эти продукты они хоть свою семью накормят. Да, вот такой период был, конечно. И самое главное, это важно было для меня сохранить сокровища Тувы. Я очень это хорошо понимал. Если я тот период упустил бы, да, ансамбль бы развалился. Потому что это очень важно было людей заинтересовать и каким-то образом, немножко зарабатывая, и вот это продолжать, вот эта традиция государственного ансамбля. Как бы там ни говорили про Советский Союз, советское воспитание, вот это было коллективизм, вот это вот в нас это сидело, и это продолжалось. И наверняка вот это советское это воспитание, вот это она оставалась, и поэтому получалось вот такое, когда трудные времена, мы как бы сплачивались, и вот это делали и работали просто все. Он углубил мастерство исполнителей и вместе с ними подтвердил, что саяны – достойные продолжатели и хранители народной мудрости и таланта тувинского народа. Под его руководством ансамбль шел вперед, искал новые направления развития, нашел свой стиль и обрел неповторимое лицо, навеянное временем. Отсюда и программы его были интересными, зрелищными и содержательными. По сей день многие его постановки можем увидеть на концертах ансамбля «Саяны». Никого не оставляли равнодушными программы ансамбля на протяжении 50-летий. Они такие разные по тематике, по темпоритму, по эмоциональному воздействию. Преодолев большой и весомый творческий путь, ансамбль песни и танца «Саяны» обрел свое лицо и твердо занял место в культурной жизни региона. На протяжении 50-летий национальный ансамбль песни и танца «Саяны» достойно представлял и представляет самобытное искусство тувинского народа. Сколько дорог пройдено, трудно представить. Наш прославленный коллектив – это золотое достояние республики. Ансамблю «Саяны» вновь удалось покорить мое сердце волшебной музыкой и животрепещущими танцами. Очень красивые выступления, очень красивые, очень танцы нравятся, очень мужской балет нравится. Вы знаете, даже когда смотрели танцы, песни, прям вот мурашки разбирают по коже. Все настолько не передать, не описать, все великолепно. И также желаем творческих успехов ансамблю «Саяны», чтобы все у них получалось, и чтобы все сцены покорялись только им.
Очень красиво двигались девушки. Даже самой захотелось взмахнуть так руками. Чудесные руки, как они двигались. Просто восхитительно. Очень понравилось, красиво. Желаем всем здоровья, творческих успехов, побед, каких-то новых наработок. Ну и чтобы во всем мире знали, что есть такой ансамбль «Саяны». Вот приехали на свою родину. Здесь такой чистый воздух. Здесь, значит, тут хорекана толдыр. Екі тынып тұрмыз. Шәттірдім вам. Национальный ансамбль песни и танца «Саяны».